В Атбашинском районе Нарынской области, что на границе с Китаем, начато строительство индустриально-торгового логистического центра стоимостью в $275 миллионов. Комплекс, состоящий из торгово-выставочной сети, соответствующей транспортно-логистической, социально-бытовой и административно-деловой инфраструктурой, займет площадь около 400 гектаров. Строительство логистического центра позволит создать минимум 10 тысяч рабочих мест, 90% из которых будут отданы нашим гражданам. Данный ИТЛК будет состоять из 3 блоков. Это первое, это часть, посвященная индустриальное направление. Второе, это торговое направление. И третье, логистическое направление. Необходимо еще уточнить, что из выделенных 200 гектаров инвестору только в аренду, так скажем, отдано 176 гектаров. Остальные 24 гектара предназначены для реализации другого инвестиционного проекта на основе ГЧП. Власти республики заявляют, что по окончании строительства на этом месте появится практически маленький городок. При этом ожидается, что логистический центр повысит объемы товарооборота между Кыргызстаном и Китаем, но точных экономических расчетов пока что нет. Постановлением правительства в 2017 году вышло постановление о мы трансформировали постановлением правительства. И дальше будет, то есть в данный момент уже создана кыргызско-китайская компания под названием, как она называется? Кыргызско-китайская зона свободной торговли. Проект реализуется согласно договору, подписанному в рамках взаимодействия по линии Шанхайской организации сотрудничества. Как стало известно, инвестором проекта выступает ОСО «Кыргызско-китайская зона свободной торговли Атбаши», учредителями которой являются предприниматели Лю Ин и Эмильбек Абдыкадыров. Вот мониторы, да, сотовых телефонов, это высокотехнологичные. Турецкая компания нам предлагает, шелковый комбинат предлагает. Завод металлоконструкции предлагает. Очень много таких предложений. Очень много. Мы должны подобрать таких компаний для себя, современный, высокотехнологичный. Если который не может конкурировать в мировом рынке, таких заводов, фабриков строить не стоит нам этого делать. Поэтому сейчас идет отбор и переговоры. Под строительство индустриально-торгово-логистического центра Атбаши выдан на условиях аренды сроком на 49 лет. Потеря от передачи 200 гектаров сельскохозяйственных земель по подсчетам чиновников за 49 лет составит 43 миллиона 5 тысяч сомов. В связи с этим на баланс местного бюджета было переведено 1 миллион 782 тысячи сомов. Мы хотим набрать туда наших специалистов, но для этого мы должны проверить, соответствуют ли их знания. Еще надо отметить, что в социальных сетях распространяется информация, что атбашинцы против строительства. Нет, я уверяю, что жители только поддерживают проект. Это происходит из-за того, что у людей нет достоверной информации. Поэтому мы провели с жителями беседы. Некоторые экономисты говорят, что будущий комплекс Атбаши, строительство которого начато, является конкурентом расположенного на границе Казахстана с Китаем торгового хаба Хоргос. Власти Кыргызстана уже заявили, что с началом работы будущего индустриально-торгового логистического центра через 7-8 лет Нарынская область сможет выйти из числа дотационных регионов. Аида Матбекова, Зияш Турдубеков, Нью ТВ.